В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего понедельника. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Ряд ограничений, связанных с коронавирусом, сняли в Якутии. Послабления коснулись массовых мероприятий и дезинфекции в торговых точках. Последствия возгорания на мусорном полигоне продолжают ликвидировать в Якутске. В МинЖКХ между тем назвали принимаемые городом меры недостаточными. 100 метров, то есть до поликлиники я иду уже тяжело, да. Житель Алдана с рассеянным склерозом обратился за помощью в лечении, благо мир не без добрых людей. Подключились как рядовые алданцы, так и организации. Из-за метелей, града и одновременной оттепели не удалось избежать роста ДТП в Ленске. Городские службы ведут подсыпку, а инспекторы ГИБДД призывают не уповать на песок и внимательнее следить за дорогой. Коллеги встретили тепло. Члены правительства представили коллективу Мирнинского театра их нового руководителя. Возлагаем особенные надежды. Это свежая кровь, это вид сверху. Нерюнгринские баскетболисты вернулись домой с победой. О сложностях и впечатлениях они рассказали нашему корреспонденту. Некоторые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сняты в Якутии. Согласно указу главы региона, с сегодняшнего дня по согласованию с оперативным штабом разрешается проведение основных республиканских и муниципальных мероприятий. Также конференций, форумов, культурных и просветительских мероприятий. Далее. Увеличивается загрузка зрительного зала до 75% в кинотеатрах, театрах и концертных организациях. Кроме этого, разрешается деятельность парков культуры и отдыха, аттракционов. Отменяется требование о закрытии объектов для проведения генеральной и санитарной уборки помещений. Тем не менее, организаторы обязаны их проводить еженедельно, но в удобное для них время. Также глава Якутии А.С. Николаев провел совещание с оперативным штабом региона. Он отметил, что в связи с повышением сезонного заболевания ОРВИ необходимо быть готовыми к возможному обострению эпидситуации в республике в целом. А.С. Николаев обратил внимание Минздрава Якутии на необходимость еще более серьезного и детального подхода к лечению больных, чтобы снизить количество тяжелых больных и исключить летальные исходы. А.С. Николаев подчеркнул обязательность соблюдения всех оставшихся ограничительных мер. Это прежде всего масочный режим и социальное дистанцирование. Теперь о текущей эпидобстановке. За минувшие сутки 30 якутян заболели коронавирусной инфекцией. В том числе в Якутске 20, в Чурапчинском районе 5 случаев, в Мирнинском 2. По одному заболевшему в Вилюйском, Горном, Нерюнгринском районах. За сутки лаборатории региона провели 870 исследований на COVID-19. Также зампред Ольга Балабкина сообщила о продлении основных ограничений в Якутии до 31 марта включительно. В частности, сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. И сегодня вновь у нас стали появляться завозные случаи, связанные с тем, что приезжают лица из других субъектов Российской Федерации. И, соответственно, еще раз обращаю внимание и жителей республики, и руководителей оперативных штабов на необходимость соблюдения мер и добровольной самоизоляции, и мер сохранения вокруг себя людей для того, чтобы не распространять инфекцию. Также по информации оперативного штаба на сегодняшний день в республику поступило всего почти 56,5 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции. Использовано 98,6%. Тем самым продолжается прививочная кампания в регионе. Ожидается новое распределение вакцины от Минздрава России. К другим темам. Сегодня исполняющий обязанности главы Якутска Роман Сорокин проверил ход работ на мусорном полигоне по Вилюйскому тракту. Напомню, там ликвидируют последствия возгорания, сообщение о котором поступило 13 марта. После осмотра Сорокин отметил необходимость в дополнительной бульдозерной технике. Работы по ликвидации возгорания на полигоне ведутся в круглосуточном режиме. У нас на полигоне произошла нештатная ситуация, а именно воспламенение его. На сегодняшний день у нас задействован следующий состав специализированной техники.
5 погрузчиков самосвальной, 2 единицы бульдозерной техники и порядка 45 у нас самосвальной техники. 35, которые непосредственно возят грунт с территории города, 10 непосредственно на полигоне подвозят тот сыпучий материал, который у нас ранее был создан в накопителях. Также по информации Сорокина, работы на полигоне проводятся в 2 направлениях. Продолжается отсыпка песком в местах тления и подвоз воды водовозками. Вторым направлением является подготовка технологической карты для приема отходов. В дневное время задействовано более 30 единиц для подвоза инертного материала. Между тем, министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов прокомментировал ситуацию. Он сказал, что те меры, которые принимаются со стороны Жилкомсервис, недостаточны для того, чтобы локализовать и полностью потушить возгорание. Необходимо мобилизовать тяжелую технику с помощью коллег из отраслевых министерств. Максимально привлечь бульдозеры весом не менее 20 тонн. С 1 марта в силу вступили новые санитарные нормы. Согласно им, вывоз крупногабаритных отходов при температуре ниже плюс 4 градусов осуществляется не реже, чем раз в 10 дней. При температуре плюс 5 и выше вывоз раз в 7 дней, то есть раз в неделю. Также новые правила предусматривают подбор и уборку санитарных точек владельцами площадок. Это управляющие компании и жители многоквартирных домов. Однако, по словам специалистов регионального оператора, по возможности сотрудники якутской кассети сами выполняют уборку санточек. Тем не менее, оператор призывает жителей города соблюдать правила выброса мусора. Жильцы там и какие-то организации, которые занимаются строительством, строительными работами, захламляют площадку именно твердых коммунальных отходов. Чтобы этого не допускать, управляющие компании и владельцы многоквартирных домов обязаны, так скажем, оборудовать место специально для таких отходов. Метели, град и повышение температуры в Ленске привели к увеличению риска попасть в ДТП. В отличие от управляющих компаний, которые не всегда и не везде устраняют наледь, коммунальные службы города оперативно отреагировали на капризы погоды. Возле детских садов и школ производится подсыпка, то же самое и на основных дорогах города. Но песок песком, а внимательность на дороге никто не отменял. В связи с изменением погодных условий, понижение температуры, произошла гололедица, и также происходит дорожно-транспортное происшествие с нарушением соблюдения скоростного режима. На территории города Ленска, Ленского района, повторюсь, большая просьба к водителям, которые ездят по Ленск-Мирной, трасса Умнос, соблюдать скоростной режим. Там тоже ведутся дорожниками работы по подсыпке подъемов, спусков, и смотреть за техническим состоянием данного транспортного средства при выезде в рейс. Кабмин выделил 2 миллиарда рублей на туристический кэшбэк. Напомним, 3-й этап программы начнется уже в марте. Условия будут прежними. Продолжительность тура или проживания в гостинице должны составлять не менее 2 ночей. Сумма возврата 20%, но не более 20 тысяч рублей. Кэшбэк начисляется за поездки, оплаченные картой МИР. Деньги поступают на нее же автоматически в течение 5 дней со дня оплаты. Как отметил премьер Михаил Мишустин, новый этап программы позволит снизить стоимость около 300 тысяч туристических услуг. Международный день потребителя отмечают сегодня. Дата берет истоки с 1983 года, когда праздновалась впервые. А в 1985 была принята Генассамблея ООН, которая закрепила руководящие принципы для защиты интересов потребителей. Кто и как сегодня защищает наши с вами права, выяснял Алексей Лукьяненко. Всемирный день защиты прав потребителей – это просветительское мероприятие, затрагивающее всего один аспект жизни в обществе, но который крайне важен, ведь практически все люди ежедневно выступают в роли потребителей. Как выяснилось, большинство якутян знают о своих правах. С начала этого года было обследовано 28 объектов. Чаще всего это там нарушение по применению контрольно-кассовой техники. Допустим, мы заходим в любой магазин, даже, например, я разбила 1 раз духи, мне оставили платить штраф. А если я не купила эту вещь, то это все еще вещь магазина остается. И то есть за это, думаю, не нужно штраф платить. После покупки той вещи, которая мне не подходит, я же
в течение там 14 дней я же ее могу вернуть, но иногда типа не возвращают, это минус. Но если техника, то вроде как 45 дней, если же что-то легкое, то в течение 2 недель. Обязательная гарантия, там, на мелкие товары, насколько мне известно. 2 недели на более такие-то производителя, год и более. Драгоценности, средства гигиены и всякие иные определенные категории товаров не могут приниматься обратно. Права на возврат товара, получается. Потом права на обслуживание правильное, вежливое. Вот эти вот права. Статья 211. Если покупатель что-то случайно разбил в магазине, то ответственность за товар несет сам магазин. Больше всего нарушений выявляется в киосках по продаже фруктов и овощей. Это неприменение контрольно-кассовой техники или вовсе ее отсутствие, размещение недостоверной информации, завышение цен и продажа просроченных продуктов. Также в адрес окружной администрации граждане обращаются и с другими жалобами. В адрес окружной администрации, да, бывает, что поступают обращения от граждан. Обычно бывает информация о том, что нет ценников или ценники недолжным образом оформлены. Бывает так, что не выдали кассовый чек. Окружной администрацией города Якутска совместно с контрольными органами проводятся разного рода мероприятия. При выявлении нарушений вся информация направляется в уполномоченный контрольный орган, в том числе по защите прав потребителей. Также Управление Роспотребнадзора по республике с 15 по 25 марта запустило горячую линию. В случае возникновения вопросов или нарушений вы можете обратиться по телефону 44 61 58, а также 35 43 24. Алексей Лукьяненко, Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев. Якутск. В Мирном откроется филиал Якутской республиканской офтальмологической больницы. На базе ЦРБ готовится к открытию офтальмологический центр, который предусматривает бесплатное оперативное лечение и удаление катаракты. Также обследование и консультацию высококвалифицированных специалистов смогут пройти жители Вилюйской группы. Какое преимущество в первую очередь получат жители Мирнинского, Ленского района и части Сунтарского района? Это получение офтальмологической помощи непосредственно на месте, то есть они не будут выезжать за пределы своих районов, только если, приезжая в Мирный, консультация специалистов, при необходимости телемедицинские консультации, что самое важное, сюда будут приезжать офтальмологические и хирургические бригады, которые будут здесь непосредственно проводить плановую оперативную помощь, это лечение катаракты. Между тем, Якутская городская больница номер 3 стала пилотной площадкой для апробации программы Voice to Med. Данный продукт распознает речь врачей и приводит ее в текст. Тем самым облегчает работу медиков и ускоряет документооборот. Также в программе предусмотрена возможность установки определенной команды, то есть по кодовому слову найти нужный пункт и заполнить его. Еще одно преимущество Voice to Med. Программа не требует подключения к интернету, а поддержка специализированных словарей позволяет распознать и корректно оформлять медицинские термины. Программу пока установили в кабинете компьютерной томографии и УЗИ. В последующем хотят установить ее во всех медицинских кабинетах. Врач больше внимания будет уделять личному осмотру пациента. Вот смотрите, да, врач будет ходить с наушником, будет расспрашивать, говорить, и в это время он будет осматривать пациента. Но мы себе такое представляем. В конце проекта, я так думаю, что-то исполнится, но в принципе в других регионах это уже идет вовсю. Я так думаю, что наша республика тоже идет в ногу со временем. Наша больница оказалась проектным объектом, да. Мир не без добрых людей. Житель Алдана со страшным недугом, рассеянным склерозом, обратился за помощью в лечении. Подключились как рядовые алданцы, так и организаторы района, рассказывает Руслан Павлов. На протяжении 3 лет Александр Гаворин борется со своим недугом – рассеянным склерозом. Особенностью болезни является одновременное поражение нескольких различных отделов нервной системы. Приостановить болезнь можно, но лечение даже в российских клиниках дорогостоящее. Поэтому Александр обратился за помощью в благотворительные организации, которые в свою очередь привлекли меценатов. Ездил в ноябре
Благовещенска, да, там сделали МРТ головного мозга, ну, говорят, без изменения. Но по своему, то есть по своему самочувствию, да, я думаю, что болезнь прогрессирует, потому что на данный момент, да, как бы уже 100 метров, то есть до поликлиники я иду уже тяжело, да. На призыв помочь отозвались как простые люди, так и организации города. Первым, кто оказал финансовую поддержку Александру Гаворину в размере 250 тысяч рублей, стало общество содействия развитию предпринимательства. Компания, давно работающая в Алдане, социально ориентирована на помощь городу, району. Также помогаем людям, которые обращаются со стороны извне, помогаем им в решении их проблем. СРП активно принимает участие в различных социальных проектах Алданского района. Крайний, который ведет общество, это строительство Иверского храма в городе Алдане. На сегодняшний день, конечно, главным детищем этой компании является строительство Иверского храма, у привычного, излюбленного для алданцев места в районе автовокзала. Я очень надеюсь, что в этом году мы осуществим нашу заветную мечту и завершим строительство, осветим этот храм. Не оскудеет рука дающего, говорят в народе. Это значит, что человек щедрый всегда найдет возможность помогать другим, а добро его возвратится к нему, как благосклонность судьбы и удача в делах, на которые надеется и Александр Гаворин, борющийся со своим недугом. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Якутская художница Кедана Игнатьева вошла в топ финалистов образовательной программы архитектуры.рф. На это место претендовали еще 6 якутских архитекторов. Художница озвучила дальнейшие планы Центра компетенции «Лето». В этом году реализуют общественные проекты в 7 городах региона, в числе которых сквер на основе якутских сказок в Верхоянске и благоустройство центральной площади в Среднеколымске. Помимо этого, уже 26 апреля стартует голосование на выбор территории для благоустройства на 2022 год. Принять участие в отборе территории могут все граждане от 14 лет. Самое ближайшее будущее, конечно же, реализация наших проектов. В прошлом году мы участвовали в всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», в котором выиграли 2 арктических города. Это Верхоянск и Среднеколымск. Из федерального бюджета было выделено порядка 45 миллионов на город Верхоянск и 50 миллионов на город Среднеколымск. Коллективу Мирнинского театра представили нового директора. Им стал актер и режиссер из Калуги Константин Солдатов. Отбор проводился на конкурсной основе. На должность претендовало 7 человек. Конкурс прошел в 3 этапа в течение 3 месяцев. Константина Солдатова коллективу представили глава конкурсной комиссии и председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко, а также министр культуры Юрий Куприянов. Они объявили, что будут присутствовать и на первой премьере нового директора. Коллектив Мирнинского театра тепло встретил своего руководителя. В таком небольшом городе такое огромное здание, это, я не знаю, как инопланетный какой-то объект приземлился здесь. Вот. И вообще вся местность, да, все, что вокруг находится, вот, оно вызывает какой-то дикий восторг. Моя первая задача – это ознакомиться с ситуацией, потому что есть определенная концепция, мое видение в связи с тем, что я собирал какую-то информацию о городе, о театре, о репертуаре, о том, как театр представлен в соцсетях и вообще за пределами, да, вот этого здания. Вот. Сейчас на данном этапе мне нужно собрать еще больше информации, чтобы, может быть, скорректировать какие-то планы. Возлагаем особенные надежды. Это свежая кровь, это вид сверху, это встроенность целой театральной мира Российской Федерации. Я думаю, ну и поддержан Союзом театральных деятелей Российской Федерации. Так что Мирном театр открывает двери, и я думаю, что это будет новая жизнь, новая интересная жизнь, востребована нашего Мирнинского театра здесь, в городе Мирном. А в Центре культуры и духовности имени Пушкина в городе Нерюнгри состоялся первый концерт после ограничений. Зрители и творческие работники настолько соскучились по мероприятиям, что его провели дважды, чтобы все желающие смогли попасть в ряды зрителей. В их числе была и Ирина Кичигина. «Весна в городе» – так называлось театрализованное представление, которое совместило в себе и весеннее настроение, и любовную лирику, и масленичное гуляние. Программа состояла из 17 номеров.
Это коллективы Центра культуры и духовности, детской школы искусств города Нерюнгри, детской музыкальной хоровой школы «Соловушка», культурно-этнографического центра и солисты Нерюнгринского района. Артисты, которые играли персонажей, хоть и не являются профессионалами, но свои роли играли честно и от души. Все большие молодцы. Я благодарна тем, кто откликнулся и помог создать такую праздничную, весеннюю, теплую атмосферу в зале. Я, конечно, понимаю, что нашим артистам было сложно после своей основной работы бежать каждый вечер на репетиции, и считаю, что действительно наш город по праву славится талантливыми людьми. По сюжету на сцене все персонажи были влюблены друг в друга, но кто-то не решался признаться в своих чувствах, кто-то был слишком занят, чтобы разглядеть очевидное, кто-то просто слишком долго был одинок и боялся открыться. Но в финале каждый нашел свою любовь, и состоялось масленичное гуляние, которого все ждали. Не только режиссер мероприятия осталась довольна работой, но и зрители, которых захватил и сам сюжет, и музыкальная феерия. Все исполнители классные, конечно. И вообще Спасибо руководителям да, за такие мероприятия хорошие мероприятия. у нас проводятся. Спасибо. И кто поставил этот концерт, действительно, мы в восторге. Настолько вот все замечательно. И вот это вот какое-то чувство такой радости это испытываешь. А вообще очень позитивно, очень хорошо, очень здорово. Ну просто классно. Да, перезагрузка произошла, весенняя. Сказать, что испытала бурю эмоций, не сказать ничего. От смеха до слез. Хорошо, что город возвращается. Хорошо, что в нашем городе не только мощные промышленники, быстрые спортсмены. В нашем городе самые артистичные люди. Символично, что с наступлением весны теплеет не только на улицах, но и оттаивает творческая жизнь в городе. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Не подкачали нерюнгринские баскетболисты, вернулись домой с победой. В начале марта в Якутске проходил республиканский чемпионат. В финал вышла столичная команда и нерюнгринцы, счет 61-66 в пользу Южной Якутии. С победой баскетболистов поздравила Екатерина Павлова. Сборную команду по баскетболу в Нерюнгринском районе более 10 лет возглавляет тренер Степан Григорощук. Баскетбол популярен среди нерюнгринцев. Его выбирают дети и их родители. Только у Степана секцию посещают более 50 детей. И состав сборной команды района не меняется долгие годы. Период пандемии, конечно, забрал себе все время тренировок, но, несмотря на это, спортсмены сумели прийти в форму за короткое время. Мы приступили к тренировочному процессу в середине февраля. Задействовали по максимуму спортсооружения, это стадион «Горняк», «Шахтер», ДК Пушкина, где возможность была по времени, там и занимались. То есть за столь короткий срок мы пришли в форму, можно сказать, на максимуме, ну и где показали хороший результат в играх. Спорт – это радость побед, но прежде всего это победа над собой и каждодневный труд. Лучшим игроком чемпионата, заработавшим в финальном матче 25 очков, стал нерюнгринец Александр Сорокин. Было очень тяжело во время ковида, то, что не были открыты залы и так далее. Но мы находили какие-то варианты, тренировались, подготавливались. Игры были тяжелые, так скажем, но все равно мы справились все вместе, потому что мы команда, мы единое целое. Впереди у сборной тренировки и усиленная подготовка к соревнованиям, а именно к дальневосточному турниру, который должен состояться в мае в Амурской области. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. И на этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки, держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.